Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. «Своих не бросаем». Этот лозунг с первых дней проведения специальной военной операции на Донбассе стал олицетворением всеобщего единения и взаимовыручки. Тем более, что жители нашей республики всегда отличались отзывчивостью и готовностью прийти на помощь. Сегодня команда якутских медиков находится в городе Кировское, который Якутия взяла под свое крыло. И сегодня через видеоконференц-связь мы увидимся с главным врачом Якутской республиканской офтальмологической больницы, моим соведущим Иваном Луцканом, который прямо сейчас находится на Донбассе, а также поговорим с главным врачом Кировской больницы Константином Коссе. Добрый вечер, Иван и Константин. Добрый вечер. Мы рады видеть вас. Иван для нас сегодня записал видео. Иван, Константин. Здравствуйте, слышно меня? Ну что ж, это же прямой эфир, да, у нас небольшие проблемы с подключениями. Но в любом случае Иван сегодня для нас записал видео. Погода еще там совсем летняя. Наша бригада работает там с первых дней. Город Кировское, это небольшой городок в Донецкой области. Да, небольшой городок в Донецкой области, который Якутия опекает. Недавно с нами был на связи оттуда же, ездили туда наши коллеги из Сахамедиа. Вот сейчас там восстанавливается жизнь. Это вы видите школу. Ремонт в этой школе не делался лет 10, то есть все время не было ничего в этой школе. И вот сейчас жизнь там налаживается. И жители города Кировское, по словам наших земляков, жители города Кировское все знают про Якутию, все очень любят якутян, и даже у них там теперь открываются кружки игры на хомусе. Они уже знают много про Якутию. Это очень приятно, когда такая связь идет между регионами, между людьми. Такая вот... Ну что ж, попробуем еще раз связаться. Иван? Да, Иван, Ирина, Константин, вот наконец-то вы меня слышите. Иван сегодня записал видео для нас. Погода у вас еще совсем летняя. Ну что ж, давайте первый вопрос у меня к Ивану. Вы сейчас на Донбассе. Расскажите, с какой миссией, кто там сейчас с вами находится. Я знаю, что, как вас отбирали вообще, или это было ваше желание поехать? Спасибо, Ирина, за вопрос. Хотелось бы поприветствовать всех жителей Республики Саха-Якутия, кто нас смотрит в данное время, особенно вечернее. У нас сейчас час дня, время обеденное, но коллеги сейчас усиленно работают, потому что миссия у нас в первую очередь гуманитарная. То есть мы оказываем медицинскую высококвалифицированную помощь на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики. Как уже Ирина сказала, что это город Кировское, но востребованность выходит далеко за пределы этого небольшого города. Это и близлежащие населенные пункты. Кроме этого, к нам обращаются и военнослужащие, которые получили травмы во время боевых действий. И, соответственно, у них есть сочетанная патология, которая требует вмешательства различных специалистов, в том числе, которые задействованы и со стороны городской больницы Кировского, и со стороны тех, кто приехал. Поэтому миссия добрая, нас очень здесь ждали, мы давно готовились к этому визиту. Надо сказать, что для того, чтобы он состоялся, мы его начали прорабатывать еще с августа месяца, и желание было абсолютно добровольное. Это встречное движение двух республик, Донецкой Народной Республики и Республики Саха-Якутия, друг к другу. В августе еще мне поступило предложение, чтобы такую бригаду сформировать, и по поручению главы нашей республики Александра Сергеевича Николаева Министерство здравоохранения республики начало готовить специалистов, кто бы пожелал поехать на территорию ДНР. Таких специалистов нашлось 10 человек.
они согласились поехать в республику и оказывать здесь медицинскую помощь. Надо отметить, что люди искренне сами желали сюда поехать, но было понимание того, какие именно специалисты нужны, потому что был ряд врачей, которые задействованы со стороны городской больницы Кировского, есть необходимость в специалистах, которые приехали с Якутии, это кардиологи, невролог, это УЗИ, диагностика, это рентген-лаборант, ну и офтальмохирургия, которых тут мы чувствуем, ждали как манны небесной, потому что не было врачей соответствующей специальности достаточно продолжительное время, и ту работу, которую мы уже здесь развернули, мы получаем только самые положительные отклики от людей, которые здесь живут. Тут выстраиваются очереди для того, чтобы попасть, проконсультироваться. Ну и, конечно же, мы приехали с основной целью — это оперировать людей, потому что мы столкнулись с тем, что люди такую помощь здесь могли получить только платно, с учетом низкого уровня достатка у тех людей, кому она нужна эта помощь, это пенсионеры. Конечно, это было очень тяжело. И вот люди прозревали после этой операции, и, вы знаете, слезы на глазах у людей были, они благодарили врачей. И это, наверное, самая лучшая награда для любого человека, который бы находился здесь на Донбассе и оказывал эту помощь. Поэтому сейчас обстановка с точки зрения оказания медицинской помощи стабильная. Мы выровняли поток пациентов, и их маршрутизацию. В среднем обращается в день более 50 человек. Вот, поэтому уже, может быть, если так мы прикинули, по всем специалистам более 300 человек уже получили необходимую консультативную, амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, и потребность в ней не снижается. Люди идут, записываются, поняли, что мы здесь не на один день, вот, поэтому и чувствуем соответствующую отдачу от людей. Ну, действительно искренняя такая доброта. Вот, тут сказали, что лето, ну здесь можно сказать осень, а осенью созревают фрукты, и вот приносят нам люди яблоки со своего огорода, груши, орехи грецкие, благодарят как могут. И, знаете, мы очень им признательны за вот то доброе отношение, которое они проявляют в отношении нас. Спасибо, Иван Петрович. Я знаю, что ты можешь долго и красиво говорить, но у меня вопрос к Константину. Константин, скажите, пожалуйста, ну вот вы работаете во взаимодействии с якутскими врачами. Как вы оцениваете их работу и как пациенты оценивают? Добрый вечер, Ирина. Насколько вообще Добрый нужный, вечер насколько вообще нужен был этот десант вам? всем якутянам. По взаимодействию. Мы находимся в полном взаимодействии. Понимаете? Когда они сюда приехали, у нас как бы уже границы между нами как никакой стены не были. Мы познакомились, начали работу, понимаем друг друга с полуслова. Как оценить работу? Ну, оценка работы, это, понимаете, да, ее даже невозможно оценить какими-то цифрами, буквами, словами. Она неоценимая. Это говорю не я, это говорят все жители нашего города. Городок у нас небольшой, всего там в пределах 27 тысяч населения. У нас нету врача-окулиста с января месяца. Людям, чтобы просто проверить зрение, подобрать очки, нужно было ехать в соседние города. А речь о том, чтобы где-то, вернее, прооперироваться на месте, вообще никогда не ставил вопрос. Таких операций мы раньше не делали. Насчет медикаментов. Медикаменты у нас, конечно, в аптеках есть, но больница полностью не обеспечена. Все необходимые медикаменты, которые нужны будут там, на операцию, все оборудование, все ребята привезли с собой. Я когда увидел эту гору коробок, я не понял. У меня такое было ощущение, что они переезжают к нам жить. Вот честное слово. Насколько все это было приятно. Помощь неоценимая. Люди выходят после операции, они просто, они плачут. Вы даже не представляете, как они относятся к вашим врачам, особенно офтальмологам. Спасибо, спасибо, еще раз спасибо. Допустим, чтобы у нас нужно было прооперироваться, а нужно было ехать в соседний город. Куча обследований, куча анализов. Ребята приехали в воскресенье вечером. И во вторник уже провели первую операцию. Операция все удачная. Ну, Когда
На следующий день им сняли повязку с глаз, они просто, прозрели, честно говоря. Слезы на глазах, благодарность. Спасибо вам большое, Константин. А с какими вообще вопросами чаще всего обращаются к вам за помощью? И стало ли обращений больше, когда приехали наши коллеги, когда люди узнали, что вот появился офтальмолог? Намного больше. Обращаются практически по всем вопросам. Ну, конечно, на первом месте это офтальмология. У нас больница начинает работать с 8 часов утра, но люди уже занимают очередь с 5 утра в регистратуру. Хотят попасть ко всем специалистам. У нас не было рентген-лаборанта, который мог делать маммографию. У нас нет УЗИ-специалиста, офтальмолога тоже нет. То есть ко всем специалистам практически. Иван, все благодарны. Иван, а как Очереди дела с большие. оборудованием? На каком оборудовании вы работаете? Потому что это же высокоточные операции. Я не думаю, что там в маленьком городе была необходимая аппаратура. Все оборудование, которым работают ребята, это все привезено с собой, все купили. Вот Константин Евгеньевич здесь немножко, может, стесняется сказать, когда они стали независимой республикой с 2014 года, значит, Донецкая Народная Республика помогла некоторым единицам медицинского оборудования, это был вот как раз маммограф в том числе, но, к сожалению, не было специалистов, которые могли бы его запустить в работу. И он стоял, пылился и не оказывал ту диагностическую помощь, которую мог бы как раз оказать женщинам в рамках того же самого онкопоиска. Тот рентген-лаборант, который с нами приехал, значит, он заранее уже знал модель этого маммографа, и, соответственно, он подготовился и смог запустить его в кратчайшие сроки. И, соответственно, с понедельника уже начался прием по маммографии. Люди идут, женщин достаточно много в этом городе. Мы прекрасно понимаем, что большинство мужчин сейчас заняты на фронте. И вот такой вид медицинской помощи, он очень востребован. Эти все снимки здесь будут делаться в цифровом виде, они сохранятся. И, соответственно, в любой момент люди смогут его достать и сравнить с показателями через год, через два. Поэтому мы чувствуем эту благодарность. Что касается УЗИ диагностики, то здесь есть аппарат, и специалист сейчас на потоке сидит и смотрит органы брюшной полости, органы малого таза, опять же по направлению от врачей Кировской больницы. То есть там основная задача — это то же самое поиск онкопатологии. Есть и военнослужащие, которые после ранения обращаются, которым были удаления части органов брюшной полости, и посмотреть в динамике, как у них идет восстановление системы органов человека, значит, тоже необходимо. Поэтому также мы смотрим всех без исключения. Режим работы у нас очень интенсивный, по 12-14 часов, потому что это востребованная помощь, которая здесь необходима. Ну что ж, я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. С нами сейчас на связи из Донбасса, из Донецкой Народной Республики, из города Кирова Иван Луцкин и Константин Кос, это главврач больницы города Кировская. И вы можете задать свой вопрос, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39, или отправить сообщение в WhatsApp на номер, в Telegram, простите, мы теперь перешли все на Telegram, по номеру 8 914 235 0502. Иван, Константин? Да, мы здесь. Ну что ж, скажите, пожалуйста, вот на месте, Иван, вот к вам вопрос, да, вы на месте, вы можете оценить обстановку там, свежим взглядом, что еще нужно сделать для комфортной жизни в регионе? То есть я знаю, что там отремонтировали школу, вот вы больницу, значит, оснастили десантом, вот, что еще нужно сделать там? Да, Ирина, вот смотри, тут очень чувствуется теплое отношение к Якутии. Это действительно правда. Люди вот говорят, что спасибо вам большое, школа замечательная, там все чистенько, сейчас аккуратненько. И глава республики был на днях, и, значит, комплекты учебной литературы обновили, гуманитарная помощь доставлена, дороги, освещение. То есть город возвращается к нормальной жизни. Вот у нас, как всегда, критиканы начнут, вот, а у нас так, а там так. Я видел фотографии, каким город Кировская был в момент, когда его здесь бомбили.
Вот поверьте, если бы было бы вот точно так же, то мало бы кто захотел жить в таком городе, потому что здесь снаряды попадали в жилые дома, в больницу в эту попадали снаряды, здесь дважды здесь погибли медицинские работники. Значит, и вот это вот все постепенно восстанавливается, в том числе с участием Республики Саха-Якутия. И люди-то это чувствуют, люди верят в Россию, верят в то, что сейчас что-то изменится, они чувствуют, какая помощь оказывается. Понятно, что сейчас и нужно и больницу обновлять, и оборудование нужно на новое, там, и вопросы ЖКХ еще остались. Вот здесь коллеги как раз работают с ГУП ЖКХ Республики, и руководитель сам здесь, Виталий Семенович Чикачев, вместе с командой. Они сейчас выстраивают, все делают сметные расчеты, инженеры здесь оценивают тот объем работы, который необходимо провести. Поэтому я думаю, что здесь команда справится, потому что вот то, что было сделано, это вот небо и земля. Вот мне показали тот результат, вот и с Константином Евгеньевичем мы смотрели, как было и что стало. Ну, поэтому люди верят, и это самое главное, и надеются. У нас в больнице заменили крышу двух зданий, кровлю, частично систему отопления. Сейчас идет полная замена лифта. Лифт наш, который до этого был работал, 63-го года выпуска. Вы же представляете, как у нас это все находится в состоянии. Так что это особая благодарность, особое спасибо всем якутянам. Ну что ж, у нас есть первый вопрос от зрителя. Звучит он так. Я операционная медсестра, и у меня есть возможность выехать в любую из новых республик и областей. Нужны ли там специалисты и куда обращаться с такой инициативой? Специалисты нужны. Могу сразу предложить. Город Кировская. Пусть приезжает, работу устроим. Спасибо. Исчерпывающий ответ. Ко мне обратиться по месту. Любой специальности. Когда вернусь, пусть обратится. Да, не обязательно операционная. Операционная тоже нужны. Ну что ж, Иван, вот еще ты сказал, что все уже знают якутян, знают, где находится Якутия, да? Это точно. Вот такой еще, знаете, пример, когда сейчас у нас идет конкурс по России, конкурс открыток, видеооткрыток для школьников «Смотри, это Россия». И там самое большее, этот конкурс был объявлен, значит, главой нашей республики Айсеном Николаевым, потом стал всероссийским. Вот. И удивительно, что самое большое количество заявок сейчас именно из ДНР. То есть даже больше из Донецкой Народной Республики, вот эти команды школьников, там конкурс в том, что просто школьники снимают видео про свой город, про свой дом, и вот смотрите, это Россия. И вот символично, что школьники из ДНР больше всего отправили заявок на этот конкурс. Ну, конечно, символично. Школьники же знают, кто им школу сделал. Ну и это вот на примере Кировского можно сказать, что так по всей Донецкой Народной Республике, да? Да, постепенно все восстанавливается. Да. Понятно, что не все так спокойно, как хотелось бы, потому что вот мы были в Донецке вечером как раз и в момент его обстрелов проводили определенные встречи. Значит, но жизнь не останавливается, вот что надо понимать. Люди верят и надеются, особенно после проведенного референдума, что все изменится. И у них они очень большие надежды возлагают на Россию и в Кировском, на Якутию. Что... Мы референдум ждали все 8 лет. И когда нам сказали, что будет проходить, вы даже не представляете, какое это было у всех общая радость. Голосовали практически все, от стара до млада. Все только за. Мы с Россией. То есть вот действительно, да, потому что до сих пор ведь в некоторых соцсетях из подачи западных СМИ и бывших наших СМИ, которые объявлены иноагентами, да, везде пишут, что это референдум был фальшивый, что, значит, на самом деле там люди все уехали оттуда, голосовали принудительно под дулом автомата на пеньках и прочий бред. О чем вы говорите? Не было, конечно, такого. Мы ждали референдум 8 лет. 8. Вы даже не представляете, через что нам нужно было пройти, чтобы его дождаться. Многие не дождались. Поэтому все, что там говорит западная СМИ, пресса, пусть приедут, посмотрят. Мы им покажем. Да, но, к сожалению, никто не хочет приезжать и видеть правду. Вот мы же общаемся с пациентами, да, слышим же, что они говорят. Да вот все прекрасно говорят, что мы хотим быть
с Россией наконец-то. И причем, вот надо отметить, неважно, кто по национальности. Здесь проживают город Кировская, многонациональный город, и русские, и украинцы, и другие представители национальностей. И все говорят, нам лучше с Российской Федерацией. То есть вот, ну вот нет такого какого-то негатива в отношении нашей страны, потому что они чувствуют ту поддержку, которая оказывается. Ну вот ребята приехали, они же общаются со всеми и жителями города ежедневно, но они же врать-то не будут. Они же видят отношения. Константин, а в вашем именно городе многие остались, то есть все ли жители остались жить на своих местах или многие уехали? Ну, Нет, часть уехала, но большинство оставалось в городе. большинство в городе, да? Конечно, Да конечно. вот мы конечно. идем по городу, когда, да, тут хоть и комендантский час, но вот здесь темнеет чуть пораньше даже, чем у нас. Окна, свет горит. То есть вот видно, о, тут все живут, тут все живут, тут все тоже живут. Люди живут, жизнь продолжается, возвращается очень много. Поэтому, конечно, часть уехала, ну, как не без этого. Но это единицы, это немного. Ну вот давайте немножко о житейских, о бытовых делах. Какие цены в магазинах, все ли есть, все ли продукты первой необходимости, Я до этого с медикаменты? вами разговаривал. Как бы цены у нас получается как, почти как у вас, но, конечно, Ну, не как у нас, да, ну вот буквально хорошо, вот пример, да, классический. Вот вчера мы в магазин ходили, покупали хлеб. Батон 25 рублей стоит, яйцо стоит 6 рублей 60 копеек одно, значит, ну, соответственно, десяток 66, 70 рублей. Молоко стоит от 30 и выше, ну, в зависимости от упаковки. Но в среднем литр молока 60-70 рублей. Значит, колбаса, там мясо вот стоит от 300 и выше. Значит, бутылка воды вот минеральной, допустим, от 50 рублей и выше. Ну вот тот же самый сок добрый стоит те же самые 300, там, 350 рублей, как и у нас. То есть разброс цен очень такой большой. Понятно, то, что здесь производится та же самая молочная продукция, хлеб, он чуть дешевле, потому что мы же понимаем, что здесь сельское хозяйство, и Ростов близко, и Краснодарский край, и продукция в основном оттуда. А вот что связано с продукцией другой, ну там уже цены приближаются к нашим. Но здесь уровень жизни совершенно иной, тут все-таки пенсии 9-10 тысяч рублей, зарплата, вот мы спросили у медиков. достаток поменьше. Да, 30 тысяч врач получает, ну вот. А вот интересно, что вы сразу стали говорить про рубли, Константин, а вот рубли сразу появились в обиходе или какое-то время были гривны, или как это происходило? Нет, был переходный период буквально 2-3 месяца, но это было еще в 2014 году. С 2015 года мы уже полностью перешли на рубли. А какая инфраструктура в городе сейчас? То есть есть ли еще разрушенные здания? Ну вот школу починили, больницу вашу отремонтировали. Есть еще то, что восстанавливать, еще есть, объекты еще есть, которые повреждены. Ну, здесь храм полностью Храм полностью. разбомбили, да, вообще вот под Православный храм? основание. Да, как раз там служба шла в этот момент, и погибло 3 человека О, в Господи. момент этого. Сейчас храм восстанавливают. То есть еще тут есть момент. Есть объекты, шахты, все это есть. А разрушения еще есть, еще много. А вот еще такой вопрос, честно, боюсь его задавать. Как часто слышны выстрелы? Выстрелы. Ну давайте Иван расскажет про выстрелы, потому что мы так как бы уже привыкли к ним, А мы привыкаем. а они только привыкают. Каждый день слышны взрывы. Значит, ну это вот, знаете, как сравнить, как будто салют на площади Победы в городе Якутске, ну а ты стоишь где-то в районе Дома быта. Ну вот как ты слышишь этот салют, ну вот что-то около того. Значит, они регулярны и днем, и утром, и вечером. Но, знаешь, вот в процессе работы, когда идет, Константин Евгеньевич подходит, говорит, вот слышали же только, что бабахнуло ПВО над нами. А мы что такие, он говорит, даже сигнализацию у машин тут все срабатывали. А мы такие увлеклись пациентами и даже не обратили внимания, что здесь громыхает в округе. Военная техника ходит регулярно, ПВО работает, слышно, самолеты летают. Самолеты вот, я впервые такое видел, когда самолеты летают вообще вот ниже, почти над крышами домов пролетают. Ну вот на уровне 9-этажек. Это в городе, а за городом еще ниже.
Ну что ж, первый якутский десант приехал в Кировское еще весной. Что удалось сделать? И наверняка, Иван, вы видели с земляками, которые еще с весны там находятся. Как у них дела сейчас? Или у вас сменами так? Одни приехали, другие уехали? Ну, здесь сменами было, да, вот часть коллег как раз уехала перед тем, как мы сюда приехали, но мы успели поговорить, мы держали связь, выясняли, как обстановка, что нужно, потому что там и по связи надо было решать, и по жилью надо было решать, и по, значит, транспорту, как сюда добираться и так далее. Значит, они уже вернулись, значит, как уже говорил, школа. Значит, жилищно-коммунальное хозяйство, это котельные, отопление, значит, было восстановлено, освещение сделано по основным магистралям, значит, и вот больница. Сейчас завершаются вопросы еще по ЖКХ. Значит, вот наша задача сейчас по медицине здесь оказать помощь. Лифт в больнице устанавливается новый. И еще здесь немножко по дорогам и по жилью решается вопрос. Вот потом небольшое затишье, я думаю, будет в зимний период, ну а далее с весны опять А процесс с апреля можно начинать заново. У нас в апреле уже сухо и тепло. И вот такой еще вопрос по связи. Вы сейчас в роуминге или уже российские мобильные операторы действуют на территории Донецкой Народной Республики? Нет, российские мобильные операторы не действуют. То есть сразу, вот только ты переходишь границу административную с Донецкой Народной Республики, у тебя сразу выключается телефон. Это вот как будто специально, то ли глушилки, то ли что. Ну и в целях безопасности наверняка это действует. Значит, у тебя не ловит вообще российская связь. То есть ты пользуешься исключительно местными операторами, пытаешься где-то вот найти Wi-Fi роутер и так далее. То есть здесь, конечно, связь нестабильная. Она появляется временами, вот, но тем не менее вот сегодня позволяет с вами пообщаться в режиме онлайн. А местные операторы это именно вот Донецкой Народной Республики операторы или это украинские операторы? Местный Феникс, да, называется, по-моему, да? Да, Феникс. Феникс. У него двойной код, сейчас есть и украинские номера, есть и уже там есть код российский, плюс 7 949. Вот если таких номеров звонят, знайте, это ДНР. Плюс 7 949. Хорошо, будем знать. А вообще, вот насколько сегодня жизнь в Донецкой Республике отличается от нашей привычной жизни? То есть ходят ли дети в школу, работают ли детские сады, работают ли там, не знаю, кафе, кино? Часть кафе работает, но школы все на дистанционке, в школу дети не ходят. Вот, в садик все-таки, я сегодня видел, детей в садик вели, да? Школы ходят, Донецкие, Макеевки не ходят. В общем, те районы, которые ближе к линии фронта, там обучение дистанционное. Которые подальше, вот за Кировском, которые находятся, там ходят в школу, обучаются. Это Шахтерск, Торез, Снежное, которые там находятся уже в тылу. Там обучение учили. И, кстати, насчет кино я вспомнила, что Якутия же предоставила проектор, кинопроектор, и можно будет смотреть кино. Работает проектор, по определенным дням люди ходят в наши ДК, смотрят фильмы. Работает. Оборудование это работает. Ну, нам не до фильмов, мы не ходим, не смотрим. У нас фильм начинается в 8 утра и заканчивается, ну, по-нашему где-то так, часов 11 вечера. И какие у вас вот на ближайшее будущее планы? У Константина Евгеньевича или у меня? Или обоих. Да. Если планы восстановления полного функционирования больницы. Это капитальные ремонты, это большая кадровая проблема. Поэтому кто желает приехать, и врачей, и медсестер, всех примем на работу. Оборудование. Ну, хватает проблем, очень много. Иван, а ты долго еще там будешь? Какие планы? Знаете, тут выпускать не хотят. Вот, поэтому, ну, задачи нам поставлены. Так, с учетом того, что объем желающих он очень большой, поэтому предугадывать, сколько мы здесь будем, очень сложно. Но мы нацелены там, минимум еще там, недели полторы-две, может 3, а может и месяц здесь работать. То есть это все пока не выполним те задачи, для чего мы приехали.
Главная команда из врачей, она на это настроена. Вот мне многие говорят, вот ты не показываешь специалистов, да, кто с тобой приехал. Ну, вообще это делается осознанно, если люди это не понимают немного, да. Поверьте, когда мы вернемся, все узнают, кто был здесь, с кем мы здесь были, специалисты из каких больниц были. Но сейчас это преждевременно, потому что все равно быть целью никто из коллег не хочет. Это как бы мы привыкли, руководители. Вот, а зачем лишний раз подставлять специалистов под определенный удар? Поэтому, как закончим работу, все узнают. Но хотя бы сколько этих специалистов, какого они профиля? 10. Я уже говорил в начале, да, что это и кардиологи, неврологи, УЗИ, рентгенологи, офтальмохирурги. Ну что ж, Константин, у вас есть возможность обратиться к жителям Якутии. Можете что-то им сказать, пожелать? Желаю только одного: мира, мира и еще раз мира. Отдельно хочется сказать слова благодарности вашему главе Якутии. Вот только за полгода он уже дважды был в нашем городке. Очень приятное были общение. Очень понимающий человек. Потом хочется еще сказать слова благодарности вашему Министерству здравоохранения, лично Лене Николаевне Афанасьевой. Тоже мы с ней общались в режиме ВКС, она полностью входит в наши проблемы, чем может, помогает. И привет всему народу Якутии. Спасибо, Кто хочет, пусть Константин. приезжает к нам. Спасибо, Константин. Ну, Иван, у нас есть еще несколько минут до конца эфира. Можешь передать привет жителям родного региона. Да. Ну вот, Ира, я, наверное, хочу обратиться ко всем жителям Якутии. Спасибо большое за те слова поддержки, которые вы писали в социальных сетях, говорили, обращались ко мне лично, к врачам. Это очень для нас важно, потому что вы нас поддерживаете, вы цените тот труд, который мы здесь проводим. И не надо верить лишним фейкам, которые есть в соцсетях, что здесь, как уже говорили, там люди под автоматом, что-то куда-то. Они искренне благодарят здесь Россию за то, что Россия пришла и такую помощь и поддержку оказывает. И поверьте, люди здесь очень сильно страдали все это время. Вот буквально коротко одну историю расскажу. Вот одна женщина рассказала о своей матери, которая, когда был обстрел, она закрылась в шифонере, и вот там просидела несколько дней. Когда ее оттуда врачи скорой помощи забирали, она говорила только одно: не стреляйте, не стреляйте. Вот она выходила и только одно и то же повторяла. Она не знала даже, кто это и что это. Вот мы ее прооперировали, да, у нее там зрение вернулось, да, и у нее вот слезы текли на глазах. Вот поверьте, если вы пообщаетесь с людьми, которые действительно это пережили, у вас совершенно будет иное отношение ко всему, что здесь происходит. И совершенно другой подход. Мы с вами там живем, как у кота за пазухой. У нас очень многое, что есть, и медицина у нас на должном уровне. У нас вот, если так вот взять, вот привести сюда, показать людям, как здесь медицина развита и какая у нас, ну это не в обиду, ну Как обидно. да, небо и земля. Поэтому, Ирина, мы тебя Ирина, увидели наконец-то у себя на экране. Поэтому вот люди благодарят, люди поддерживают, и это самое главное. Это, наверное, самое важное, что для врачей нужно. Слова благодарности за тот труд. Да, мы даже не ожидали, что будет такой объем помощи, честное слово. Ну что ж, спасибо вам большое, Константин, Иван. Желаю успехов в работе, мирного неба над головой, конечно. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.